Я купил дом в деревне Старообрядцев и воспроизвел обстановку до расплачивания, 1937 год. То есть завтра он будет нищий, да не просто нищий, он будет преступник и где-нибудь, значит, отбывать срок, а нынче у него все нормально. Вот эту обстановку я воспроизвел. Ну, 1937 год, это не так просто. Значит, надо убрать все электричество, никаких автомобилей. Значит, изба, 7 слоев обоев, это содрал и все, значит, это отделал под, вот так же, как у вас тут. Стены блестящие, желтые, лампы керосиновые, ни холодильника нет. Семилинейные, 10-линейные. Я стараюсь больше этими свечами. Значит, вместо холодильника ледник, погреб у нас называют. Первый год я туда снегу плохо утоптал, он весь растаял. Ну, в общем, много трудностей и пасека. Пасека, я борки сделал большие, прибольшие. Погорячился 2 метра, не могу поднять осиновые такие. Не поднять, а даже повернуть хоть как-то. Вот. Пруд, все там, карасики, много проблем. Но самая большая проблема у меня, поскольку надо же в лес ездить, ловушки ставить, ловушки, дрова возить. Лошадь есть там, мне дали в аренду, сбрую, все, телеги нет. Телега-то я могу, это на резиновом ходу, там она 13 тысяч стоит, но это же не то. Надо все-таки приблизиться к тому периоду жизни, когда не было еще резинового хода. И оси были не такие вот, как палка и колеса, кованые, значит, эти все вещи. Да. В общем, проблема. Нет косилки, нет конных грабель, все распилено. Конные грабли-то? Были. Или все сожжено уже? Это никакие были-то. Такие же обыкновенные. Да, все было. Я тоже думал сначала, 1937 год, спали на сундуках да на лавках, а потом посмотрел, он ездил на ярмарку на Вятку, часы у него были французские, с гирями до пола вот с такими, стулья у него были венские, то есть нормальный мужик, богатый. Это в Смольниках что такие были? Да. Эти сундуки мезенской культуры, то есть они из Поморья эти все пришли. Поэтому вот и тут вдруг рядом сел человек, у которого нечто подобное такое есть. Ну, в общем, вот так. Но туристы уже ездят, смотрят, им нравится. Там потому что сохранились женщины, которые сохранили платья, значит, старинные, сарафаны, кофты, фартуки, становины. Знаете, что такое становины? Не знаете. Это нижняя рубашка, считай. Или нашивая кофта. Кушаки, эти пояса с молитвами. То есть все они сохранили, и сохранили говор, сохранили песни старинные, хороводы. Поэтому там есть чем занять туристов, и туристы туда ездят вот так вот. Правда, не пролазная грязь, вот сейчас, ну, зимой будет хорошо. У нас это Карсовайский район. Ну, 8, вот, раз уж вы там полно. Хорошими вещами занимаетесь, это будет интересно пчеловодам, потому что у вас здесь тоже есть пасека. Просто начать-то хочется с чего, что в Болезино организовался клуб пчеловодов. В сентябре этого года 1 год исполнился. Первый раз нас собралось 8 человек. Ну, это благодаря коллекции. Просто я много лет собираю коллекцию с любовью о пчелах, которая называется. Началось с детского, как бы детям рассказывал в школе, в садике. Там игрушки, поделки, журналы детские, взрослые, книги различные. Очень хороший журнал, тоже подписное издание, Ее Величество Пчела. Да. Это издание Всемирного фонда защиты пчел. И вот, в общем, благодаря этой коллекции в библиотеке выставили. Что там дома скучать, уже я на пенсии, сейчас никуда не хожу, ничего не рассказываю. И как-то пчеловоды обратили внимание
сначала 8 человек, значит, в течение года много раз собирались, ну, планы составили на год, каждую встречу, но это так и не для вас, да? Благодаря, конечно, районной библиотеке все это происходит. Может быть, и у вас также? Нет, я так поняла. это там, где дом я купил, но я пытался его подарить Дебёцкой администрации, чтобы они там проводили, значит, туристические всякие вещи и прочее. Они не берут. Пытался, значит, методистов в этот дом, не дают. Ну, в общем, теперь я хозяин. Да. Когда захочу, тогда приеду и привезу вот, туристов. Вот, То есть да, то есть вот... как они вы не берут. придумали, Я что просто так не могу отдать. Я купил, я могу им продать, уже сделано. То есть у нас проблемы там. Но они отчитываются, когда я привожу туристов там или там какой-нибудь праздник, Троицу справим, значит, Рождество, колядки, они тут же везде во всех газетах это отчитываются. Ну, бог с ними. Ну, а последний раз мы собрались 10 октября этого года тоже с целью как бы услышать ответы от прокуратуры, от Россельхознадзора. Ну, управление сельского хозяйства пообещало, как бы, что они будут на совещании, как я говорю, съезд пчеловодов Северного куста Удмуртии. У нас собралось 67 человек. Это, конечно, было радостно очень, но... Это где, в глаз? Это я обзванивала лично каждого. То есть информация, которая дается в газете в местной, она у нас «Вперед» называется, и выкладывается в интернете, это совершенно, можно сказать, и не работает. Потому что большая часть не выписывает местную газету, да, ну, интернетом многие мы не пользуемся, я тоже не пользуюсь интернетом, только Пора. с библиотекой, как бы вот я работаю с Надеждой Леонидовной, мы отлично работаем, я даже презентацию все привезла, но мы не будем как бы это подробно все. Коротко я расскажу. Ответов мы, конечно, не услышали, вот, как вы поняли, да? И вообще не пришли, хотя было 1, 2, 3 пункты прописаны, и я когда приглашала, я пообещала, раз управление сельского хозяйства пообещала, да, что они будут, а их не было, только ветстанция. Все. Ну, с лесничества еще. Ну, что он нам сказал, что там 120 тысяч, да, стоит, чтобы там на время обработки место как бы... Да. В общем, все вот куда ткнешься, ответа мы не услышали, и поэтому, увидев информацию в интернете, мы вот сегодня сюда приехали, там написано было, да, что Шмаков там, все прочее. А, у нас здесь? Да, что услышим какие-то ответы успокаивающие. Ну, через месяц придет. Я сделала вывод, Придет, что нужно вспомнить советские времена. Я много общаюсь с людьми, и в основном с пожилого возраста. И они вспоминают так, что в советские времена обработка производилась в ночное время при свете фар включенных. И точно так же на зеленку заготовка шла в ночное время. И поэтому вот для себя я вывод сделала, что единственный, самый лучший выход вот это. Но это надо прошение там, какие заявления куда-то. Что это нужно, а? Сейчас также и положено обрабатывать. Вот, понимаете, да? Но я-то четко поняла, что если пчеловоды не будут объединяться, а каждый сидеть по отдельности, а вот у меня нет тут рапса рядом, да у меня все спокойно, а зачем я пойду? Вот буквально ведь, Пыбли сколько километров от нас? 10? Ну, Пыбли меньше. От Болезино. Километр? От Болезино, это, конечно, близко процентом. 27 пчеловодов, да, а пришло 2. Остальные говорят, без нас разберутся. Я их стараюсь объединить, да, обзваниваю, объясняю, кто будет. Хотя с радостью я это делаю, Вашим об этом потом. А? Они старенькие, С просто они не радостью. могут прийти. Поняли, да? Интересные люди, У нас так же все. глаза. Вот они как рассуждают. Пока То к вам не есть, глянет. пока, друзья мои, каждый из... Вот у вас у каждого ведь есть друзья пчеловоды тоже, знакомые там и все прочее. Сарафанное радио тоже должно работать, и как-то убеждайте тоже своих знакомых пчеловодов и друзей. Как вот получается, что малоубедительно, что ли, я еще говорю. И это, конечно, большой минус. Я понимаю, что нужно объединяться, и чтобы видели, что пчеловоды-то есть. Когда не идут пчеловоды, да, все,
у них, как управление сельского хозяйства в Болезнове, Там мне есть народ, ответили. ты собираешься что-то- А я пустой лист отправляю в пчеловодство. Ой, как, давайте уже что-то Абрамовой будем. общались. Да, пожалуйста, вот Сколько давайте раз? сообщать. Раза 3-4. Но не подошли. Но я четко поняла, что неудобных вопросов им не хотелось услышать просто-напросто. И все. Письмо написали. Ну, решение там, конечно, было принято. Вот эти также прошения, вот что мы здесь с вами обсуждаем, да, но куда-то, вот куда нужно отправить-то? Хочется ведь очень понять, правда? Министерство сельского хозяйства. Но нужны вот специалисты какие-то нужны, как все это правильно сделать. Но мы будем собираться. и У нас решим. хороший сейчас министр сельского хозяйства, очень болеет за пчеловодство. Вот. И очень отзывчивый. Я Это очень радует. люблю. Да. А что он не приехал? Вот, а что она приедет? Приехала. Так нет, а что она приедет? Сегодня суббота? Сюда-то? Да. Да она уж и так везде бывает. Ладно, Много мы дела. ее не приглашали сегодня. Много она делает. Лесного хозяйства можно было пригласить. Все, значит, Нам У нас нужно- лесного хозяйства Мы есть приглашали природных всех, ресурсов. вот, понятно, мы Да. приглашали Называется почти Министерство всех. природных ресурсов. Они ничего хорошего нам не скажут, и Да. ни на те вопросы не ответят. Ну ладно, вы сказали о своем клубе. Да, клуб. Сколько лет средний возраст этих 8 человек? Мгм. Если примерно сказать, то половину молодых, потому что когда мы Молодых? в четверг, значит, мы это управление сельского хозяйства решило в четверг собрать, то многие из них мне сказали, в рабочее время я не смогу. То есть теперь мы четко понимаем, как вот вы говорите, там кто-то не пришел, что сегодня суббота. Мы будем с управлением сельского хозяйства решать вопрос, что мы это будем проводить в субботу. А они в субботу Ну, не хотят. они нам очень помогли, конечно, управление сельского хозяйства, то, что авторизовал, ну, в администрации как бы немножко там переигралось, и Вот, в музыкальной школе. вопрос немножко такой риторический. Все-таки надо думать о молодежи, привлекать со школьной скамьи. Вот. Развеять вот эти страхи, что пчелы это страшно, все школьники их боятся, аллергии и так далее. Вот в этом направлении вы ничего не думали? Что мы Сейчас- прекрасно сейчас- думаем, сейчас не лето. Это Вот я, ну как сказать, что я случайно... Понятно, понятно. Так вот там вот надо тоже это. Это член нашего общества. Да. именно, да, он- Да, конечно. А Конышев там этот... Детей обязательно привлекаем. Да. Так он говорит, это не заниматься этим делом, он не видит. Нет, он же с этим ходит. А с этой там ерундой-то? Ну ладно. Мы подготовили в течение лета гостевой дом в Верхестине. То есть мы можем гостей встречать разного возраста. И мастер-классы там мы проводим. А самое это интересное, что Андрей Генрихович, это муж Елены Николаевны, ну, готов учебу проводить даже в будущем пчеловодом. То есть Это обучение все мы детей. все готовы. Да. Но дети-то это самое не придут к нам, они боятся пчел. Да вы Вот как? что? Ну не знаю, боятся. Они сейчас боятся работать. Они Работать боятся, да. Со школы Да. ребенку меня труд отменили, представляете? Да. Это как понимать? Ну, сейчас на кружкова Учительница говорит, я с доски. Пишут, Ну но так, пожалуйста, может быть, ты вытрешь. Если она скажет нет, все. Это уже перегиб, я хочу Да не перегиб. Перегиб, Да-да. это перегиб, это нельзя. У нас мы не можем всегда найти золотую середину. У нас сначала все, значит, детей полностью подчиняют себе, теперь им отдали полную свободу. А даже нам дайте свободу, мы тоже долго будем колебаться, куда же нам идти. Вот сказали сюда, приехали сюда. Все равно нужен хороший руководитель и управляющий везде и всегда. Да, если они будут приезжать на пасеку волков к Веркеске, а обычно взрослые с детьми приезжали к нам, они забывали, что вообще они на пасеке. То есть улей где-то поодаль от дома. Так у них может не Мы их там пчелы. своим что-то. Пчелы даже бегают. Но желающих мы одеваем сетки с масками. Вообще это не тема полностью. семинара? Да, А? это не Может быть, тема. нет. Хорошо. Я неправильно выразился. Может быть, это тема одного из семинаров. Да, давайте, пожалуйста. Сейчас государственная программа будет, я тоже приеду. Давайте это самое запланируем через месяц. Дети и пчелы. Дети и пчелы. Сарапульский съезде Нету. вот мне хотелось услышать, как у них организован клуб тоже пчеловодов у Кустырева. Я, например, на беседах Расскажи. своих показываю картинки
Как же, я рассказываю, что пчелы живут всего ценой своей жизни 30-40 дней. Они Давайте с самого начала. Вот, Владимир Васильевич, один такой вопрос. У нас сегодня был запланирован метод шахматного, так ведь, да? Метод ведения. сегодня нет, он будет запланирован. Ну, Будет, на Николай Андрианович будет вести его с ноября. Мы на прошлом занятии говорили, что на следующий год. Николай Андрианович заболел. Заболел? Ему, вообще говоря, интересует только потому, что у других это есть, это беда. То есть у меня ее нет, и я думаю, что и не будет. Дечкина как только. Дечкина как нет. уверены в этом, может, Ну, нет, я вот так думаю. Дечкина как не будет. Поэтому я познакомился, чтобы быть в курсе и чтобы вам сочувствовать. Вот. И познакомившись, я вам сочувствую. Ну, как говорят, Значит, да, я отобрал у меня в компьютере все статьи по этому вопросу, которые более полно отвечают на наши вот, все беды. И, в принципе, я их подобрал, вы можете ими воспользоваться. А можете сами. Ну, это долгая песня вообще. Ну, в основе лежит инструкция об отравлении пчел и какие меры, значит, принимать, кто виновен и так далее. Есть инструкция 1986 года. Вот она является законодательным документом при решении вопроса спорного об отравлении, значит, пчел. Это вот первое, что я выяснил. 86 год. мы про нее знаем, но это... Я теперь знаю. Практически Порадуйтесь за меня, что вы меня, я знаю тоже. Я только для этого рассказываю. А дальше что? Это первое. Второе, что я выяснил, ну тут вот профилактика. Значит, я выяснил, что этих пестицидов, вот 5 строчек, и все состоят они из названий, вот так. То есть их там десятки. Против этой 5 строчек написано: пчел выдерживайте в заперти 3 суток. Потом вторая идет, эта самая группа, там строчки 3, тоже название, наверное, штук 20. Там, значит, 5 суток. Потом еще идет группа пестицидов, 1 строчка, 7 суток. Выдерживать нужно в заперти. Вот так. Они задохнутся за это время. Ну, там написано, как их подготовить, там, значит, все эти решетки, положки, сироп туда, воду добавлять. Ну, это все ясно и все, как пчел спасти. Даже предлагают в зимовник заносить и так далее. Ну, чтобы им не жарко было, лето же. Вот. Вот. Ну, интересно, то есть я много... теперь, значит, этому событию, когда будете набирать вопрос, вот я его так сформулировал, вам может быть полезно будет. Значит, профилактика отравлений пчел пестицидами 2019 год. Вот это важно. Потому что иначе там такая масса информации, начиная с 80-х годов, что заплюкаешь. А когда пишешь 2019, то достаточно ограничено, статей 20 все получается. Вот. Ну, то, что там Алтаец пишет, Тостан мой знакомый, ну, он пишет вообще. А вот самый лучший, близкий к нам с вами материал по статье, это Удмуртский. Там есть удмуртская статья, она называется, название все эти есть, вы сами найдете. Потому что там описывается вот это совещание в Министерстве сельского хозяйства. Все описывается. И там в основном упор делается, что это было опыление пестицидами рапса. Почему-то в других районах, там в Алтае, там про другое, там капуста и прочее, там все другое. Поэтому вот читайте то, что нам ближе, это есть. Что еще выяснил? Значит, во многих районах, по-моему, Башкирия готовит, значит, значит, подачу жалобы, или уже подала, где-то так вот, подала или подает, в Генпрокуратуру, чтобы этот вопрос рассмотрели.
Опять засуетились наши думские бояре. Опять законы пчеловодства надо принимать. Опять надо, значит, во все, значит, районные законы пчеловодства, местные, республиканские и прочие краевые изменения вносить и так далее. Ну, в общем, шум идет, все нормально, можно быть спокойным. Я для себя выводы сделал. Значит, во-первых, рапс рапсу рознь. Вот у меня на одной из пасек, у меня их 3, в Дебесах. Там рапс сеют, но они сеют его не на семена. И урона от этого рапса никакого мне нынче не было. Я думаю, что и не будет, если там не будет фермера, который будет сеять на семена, там, на масло и так далее. И вовсе Не больше, только больше. фермеры, колхозы же сейчас, потому что заводы строят такой завод в Казани. Ну, вот они вот в будут, Ставропольском районе тоже такое завод. вот они будут, это не фермеры, это колхозы. Тоже через Тем сельхоз- более, Сейчас не буду, сейчас СПК. Какая разница, перестановки мест влагания. Смысл не меняется. Сейчас они участники, СПК тоже участники. Вот. Ну, Закон не я, как говорится, могу говорить о себе. Во-первых, надо всю эту разведочку делать. У нас ведь очень просто, у нас Анатолий Михайлович есть. Ты ведь нам скажешь, в каких районах что сеют, где рапс? Скажешь. Не сейчас, а потом. К весне ближе, правда? У тебя же вся эта информация есть. Все районы сеют. Все районы. Ну, не все на семена. Вот. И все стараются на семена выращивать. Да? Это сейчас вот Да, пошло так такое. пошло так. Вот, по крайней мере. И даже вот на этот год очень много планируют именно семена взять. Сейчас Хорошо. технология отработана уже. Хорошо. По договорам. Значит, я тебе будет поручение от нашего общества узнать, в каких районах. Можно ведь это, да? Ну да, да. Запрос по управлению сельского хозяйства. А? Карту бы сделай, где сидим. Ну, так если он узнает, мы карту нарисуем. А потом? Нет, потом, значит, знаем, что а потом дальше. решаем вопрос. Например, я делаю эти платформу на газель грузовую, павильон, значит, 2 метра, ну не 2, а 1,8. Ну а дальше куда вы вывозите? Нам, например, лесники сказали, что это самозахват земли. Ну, это еще, там куча вопросов. Если вы поставите, Ну, деревню поставить на окраину. А Да, если вы- если люди они вас предупредят, вы увидите. Нет, у нас же есть Хохряков, с ним надо решать вопросы. Нет, не Хохряков, подожди, Гук, как он будет решать. Ну, в общем, я уже это опробовал, уже сделал павильоны. Бобров. Попробовал, да. Это я взял идею у Игошина из Ульяновска. У него 10 павильонов. Каждый, значит 6 до 6 и сверху, значит, на 24 улья. Вот. Ульи у него 8-рамочные. Но у меня тоже есть рожедолоны, они тоже 8-рамочные. Дорогой человек, ты скажи всем своим подружкам, что ты занят. Вот ты, да? А ты как бы у меня тоже. Я тоже буду. Всем выключить, пожалуйста, телефоны. Выключите, да. Просто. Как сядут. Вот. Павильоны. Значит, вы эту систему знаете, мы о ней говорили. Значит, 24 улья по 8 рамок. И, кстати, он в зимовник, эти все, в зимовник он пчелосемью ставит на 8 рамках. Я на 7 ставлю. Молодец. Ну, у него там... Семирамочники сделаны специально. Да. Ну, я несколько лет это тоже делал. С осени там немножко им тесновато, но где-нибудь в ноябре они все подберутся и все нормально. Да, проблема пересадить туда. Да. Ну, можно не пересаживать, можно 3 улья, например, это 8, 24. Ну, я пересаживаю тоже. Вот. И там получается 24 пчелосемьи, можно это самое переезжать вот таким образом. А куда переезжать? Ну, это другой вопрос. Каждый сам решает, куда переезжать. У меня есть такие места. Каждый найдет себе место.
Сука, деревень. Но это тоже не всеми приемлемо. Не всем приемлемо. Да. Я говорю только о себе. Каждый, наверное, сам как-то решит. Нет, хотя бы предупреждали заранее, ведь заранее не предупреждают, вот в чем проблема-то еще. Не ждите, когда вода под вас потечет. Сходите и узнайте в район, кто что сеет и когда пылит. Дело утопающих, дело рук самих утопающих. Ну вот, что я вот немножко погружаться начал в эту тематику. Надо быть начеку. Георгий Васильевич, значит, постоянно, вот помните, вот, на скольких занятиях нам пчеловоды задавали вопросы, как же быть с вырубкой липы? Да. Вот. И вот это постоянно, вот как мы пчеловодами не собираемся, допустим, так вот, это самый больной вопрос. И главное вывозят в другую республику. Вот, да, помните, вот говорили, в Завьяловском районе это страшно, что творится. Сейчас Можгинском районе. Вот видите, вот Можгинский даже говорят. Страшно. Они, вырубая липу, не нарушают никаких законов. А что, мы не становится. Вот. Но нарушают они то, что если пасека зарегистрирована, в радиусе 3 километров не имеет права вырубать. Как это? Вот сейчас у нас будет со свадьбой. Не, вот Но это никто внимания не Нет, если нарушают, то можно подавать Да, ворот в суд. Да. А там уже выиграть не надо. Нанимать адвоката, приготовить сразу 1100 денег. И не факт, что выиграть. Да, и проиграешь. Скажут это, как-то руку. Надо, какая компенсация это будет все-таки, будет она или как не будет. Вот надо узнать этот вопрос. Значит, вот в этой инструкции 86 года есть методика. Я выключила. Есть методика. Ну и там есть примеры расчета убытка. Надо только цену немножко это корректировать. Да все это есть. Так все это есть, но не делается. Вот я, например, обращался в Глазов, они ничего не знают, ветеринары, ничего не знают они абсолютно. У них там молоденькая сидит, она ничего не знает. Ну и учить не Хорошо. Значит, они должны никому вопрос, то есть разговор принимает юридический характер. Значит, по вопросам вот выигрышей и проигрышей в суде, вот этот молодой человек кое-что знает. А к нам приходил, помните, человек эксперт, да? Там предлагал услуги. Визитки раздавал. Там по 100 тысяч, он говорит, не меньше, там сотни тысяч услуги стоят. Тот, кому такие услуги нужны. Сотни Как вы тысяч. думаете? И Как вы думаете? Ну что же. Что вы столько Там очень много условий, поэтому можно такие услуги. Так может быть тогда, когда этот закон о пчеловодстве принимают, все-таки не только обязанности, может и права какие-то там прописывать по-хорошему? должен быть Значит, участковый. закон принят 26 марта. Какой сыроватый, там одни обязанности. Это все оформляется актами. Ну, я сейчас вот на последнем ведь приняли еще это, Не сделал? добавление, что Паспорт спонсируем, вообще-то. Она же сказала, что раньше не было, не защищенная статья была, сейчас будет защищенная более-менее. У тебя с пестицидами. Значит, это финансирование называется субсидии. Ну да. Вот. Уже было и пробовали. Они давно есть и уже в одноводах, и туда внесли слово пчеловодство, субсидии. И многие здесь присутствующих нет, вот, но они были, я знаю, кто это, Пчельников брал субсидии. И, в принципе, ничего из этого хорошего не получается. Самый больной вопрос это пестициды, это группа, которыми как бы, Нет, речь идет о субсидировании Нет, это говорю, если пчеловода, в открытии пасеки, да? Покупка пчел, да? Об этом вы? Отрасль. Я думаю, Вот, например, наше общество. На что мы должны жить? Наше общество. На что должны мы жить? Ну как? Налоги. Вот У нас достал налоги. из кармана 100 рублей, заплатил. Он сидит, Все эти 100 рублей. потом вам эти журналы, Что на это 100 будущий рублей? год подпишется, и все, опять живем. в Беларуси даже на рапс выезжают. То есть там не травят, там уже отменили все эти пестициды, которые вредные. И там, Так вот мы с этими приехали, мы тут вот, как-то, я думаю, что к этому и придет, потому что все борются. Сейчас на съезд пойдем, потому расстроить, что там надо все выйти с расскажут. каким-то предложением общим. Вас не коснулось, и вроде вам эту тему все Я время вам говорю, хочется сейчас обойти, поеду в но не Ростов, потом коснулось, всё поэтому расскажу. это надо Что в как-то стране творится? совместными усилиями это делать. Я наоборот не ухожу, я вхожу в эту тему. У нас 4 Наталкивайте меня.
Так вот, о субсидиях. Там нам с вами, по-моему, это не подходит. Там нужно очень тщательно отчитываться за покупку всего. То есть ты должен купить пчел по какому-то акту, по договору. Все должно быть прописано. А пчеловоды обычно где-то роют, где-то что-то, вот если десяток пчелосемей. У нас Да, заморочено. всегда все заморочено. Все бросают это. Ну зачем я буду это вот купил там 4 пакета, прошу этого, кто мне продал, значит, договор подпиши, вот это, получил деньги, какую-то бумажку, вот этот чек. Это кошмар. Это. Они только дают этот листочек субсидирования, вы там это все прочитаете, сами откажетесь. Конечно, Да, многие отказались. Многие отказались от этих денег. молодежь берет, потому что им выгодно, они там успевают по 1,5 миллиона граждан. Там образование профильное должно быть обязательно. Если у вас нет пчеловодного образования, шансов получить. Нет, я не в том смысле, вот конкретно сейчас, допустим, у кого пчелы погибли, если что там нужно, как было? Кто Надо было сразу вызывать комиссию. финансировать как-то будет же? Вот этой. Сколько пчел вы хотите восстановить? Не, я хочу вообще. 20, Да нет, 30. как там, по актам ведь надо будет или что, так сказать, будут все равно все-таки 7 месяцев вроде говорили, да? Вот. Вы имеете в виду, как получить компенсацию? Да, вот Это только через суд. Только через суд. это, если есть акты, да, что там, если... Там нужно пригласить участкового, пригласить эту администрацию, ветеринара, и еще желательно понятых еще. Кто получит-то вот сейчас? С января месяца сказали, будут выплачивать, а кто конкретно, кому? Вот вы не готовы к этому запросить? У вас нет документов. Это нет, я о себе вообще говорю. Так вот, надо приготовить все документы, сфотографировать эти коробки, упаковки от пестицидов, пчел сфотографировать. Ну, в общем, там Найти кошмар. виновного, а кто виновный, кто там обрабатывал, тоже проблема. Ну, допустим, вот вызывали у нас... Все, да, абсолютно у нас все Всё было соблюдено, сделано. просто Вот то, спрашиваю. что вы перечислили, путь коммунизма у нас колхоз Березинский район. Все это было соблюдено. Единственное только Я то, что не смогли в Казани вести, на следующий день нам сказали. Ну как это, вероятность какая вообще? То есть Нет, получит что-нибудь? в станции нет оборудования Нет у нас. необходимого для того, чтобы Ну, для определить того химиката, пестициды, да. как-то китайский Да, какой-то причина в пестицид этом, что нет. под названием Надо в Казань, потому что в Казань вести надо вести, а пока я в Казань едешь, И там... желательно вот в течение 1-2 дней. Да. Вы говорите, только через суд все вот эти возмещения будут? Ну, не знаю, может быть, Я думаю, Министерство правильно сельского сказали, хозяйства, что может быть, и Я был в расширится. министерстве, что Ольга Викторовна говорила, что будем сейчас уже где-то с 1 января выплачивать, у кого есть акты и те, которые все Ну, это Шмаков вроде так же говорил. Потому что каждый судится 243, там сколько количество семей и сколько там было. Ну, значит, я не в курсе. Шмаков в курсе, но он сегодня не пришел, не смог. А мы очень мечтали его с ним встретить. Да, Только поэтому мы сегодня приехали Да, с да, да, Березино. да. Шмаков, я звонил, он сказал, не смогу. Видишь? Ну, сейчас давайте позвоним ему и пусть придет. Да придет. Потому что в Березино Конечно. Он делает скажу такие дамы. Да где-то он где? человек Он пчеловодов. Ну, у него здесь сделано вот мультик какой-то, выставка. Мы же думали тоже там. Его услышать. наградили каким-то золотым домкратом. Ну, очень хочется. Слушайте, Вот, Владимир Георгиевич, вы же были там, да, говорили, вот, вы в курсе все, вот расскажите, объясните, что мне... Давайте рассказывайте, да. Поскольку я-то там не Да, был. мы собрались минут на 15, может быть. Там Андрей опять с Богданом испортил все вот это все совещание. И вроде думали, что будем вводить новое предложение в этот закон, но по времени мы просто не справились, не успели. Но сказали, что в районе 10 тысяч на одну пчелосемью будут уже, я понял, что по радио еще было дополнительно оговорено, что с 1 января, скорее всего, начнут оплачивать на одну пчелосемью в районе 10 тысяч. У кого сколько процентов, там каждый должен был акты составлять. Ну, акты составлялись, я в своем районе знаю, у кого сколько там гибель пчел, сколько летных пчел, скажем, 50%, 80%. И вот такой был разговор, и акции Кто акт составлялись через подписывает? управление сельского хозяйства в каждом районе. Там комиссия должна быть.
Ну какие документы нужны? А именно вот это так. То есть уже управляющий сельским хозяйством, он составляет так. Он сам присутствует. Ну, анализ Ну, у нас пчел-то так- нужен погибший. Да. А нет, анализ это нужно. если Ну, анализы уже были, раньше их уже сдали. они должны в Казани А возить. после этих анализов акты составляли. И у нас так и было в нашем городе. Все то же в самое. полете. Все то же самое. Да нет, Да нету ответа. вы все в Казань возили, что ли? В Казань возили? Нет, ну те, которые пострадали, они отправляли. Через Россельхознадзор. Давайте посмотрим. Значит, если в Казань не отправят, они ничего не получат. Ну не знаю, там Шмайков. Владимир Евгеньевич, помните, вы говорили тогда, что обязательно должны быть это, хотя бы по хозяйственной книге? Все должно быть, это как его. Да, или по пластике, или по хозяйственной книге. Да, да. Нет, это понятно, но некоторые в Казань не отправили, но он сказал, что Исмаков все равно получат. Сейчас. Так. Не, он вроде предложение говорил, что с Абрамовой договаривались, что нынче должны вроде получить и те, которые не зарегистрированы пасеки. Но это опять она сказала, что не будет. Однозначно только возмещение будет тем, у которых есть паспорт пасеки И акты. и акты, да. Но в Казань не обязательно возить было. Или обязательно? Обязательно. Нет, ну первые, которые Можно не сказали, вопрос, этот же. они отправляли, да, отправляли. Ну, думаю, что на эту историю уже, если у него есть там документы. Все же надо добавить. Да, они-то живут поблизости, ведь территория там небольшая. Это нереально. Этого поселения. Пришли, похоже, да, пришли. Да и потом там в течение суток... Да, в течение суток складывая доказательства. Собрали всю комиссию, какой там никто уже пчелы не взял на анализ. Пошли вторые Еще сутки. участковый не всегда идут тоже. Некоторые, мне один говорил, что участковый не пошел, и все. Не было его никогда. На дежурстве. Тоже, а нет, какой-то А уже поздно на следующий день. Нет, ну частная пасека. А вы из Болезиной. Сергей Анатольевич, В данном случае вообще... люди пришли специально на встречу с вами. Произошла, она Я их еще навсегда не удовлетворяю. Такие женщины видеоматериал, красивые, полицию, приехали. все, что было. Так что давай хотя бы на 10 минут. Под видеоматериал все это сфотографировать, поля сфотографировать, землю там на анализы, пчел на анализы. Это будет понятно, если весной раз. Ладно. Да. Значит, вы Я, отрабатываете. если ты не возражаешь, я им дам твой телефон, общайся с ними по Ну, телефону. здесь же... Телефон у меня есть, например, что Ладно. это нужно. Использовал я Все по телефону будет с ним.